Здравствуйте, в эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Автозимники и ледовые переправы через реки, как транспортная артерия зимнего периода, для Якутии очень важны. В холодное время года они эксплуатируются на полную мощь. Тем не менее, этот период не так долг, как хотелось бы. Сегодня гость в нашей студии Анатолий Потапов, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия. Анатолий Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Какая бы долгая ни была у нас зима в Якутии, но она заканчивается, значит, в скором времени закроются автозимники. Когда планируется закрытие автозимников? И территория нашей республики огромна, значит, сроки, наверное, не одномоментны. Да. Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия у нас ежегодно принимается приказ, издается приказ о временном открытии и закрытии автозимников. Это ежегодно мы издаем, да. И на территории Республики Саха-Якутия у нас завершается сезон автозимников. Как раз фактически у нас на сегодня доставляются автозимниками уже топливно-энергетические ресурсы, да, до северных и арктических районов и по центральным районам тоже. И на сегодня хочу сказать, что фактически завезено 703 тысячи тонн. На сегодня при плане это 875 тысяч тонн. И на сегодня хочу сказать, что на территории республики у нас по автозимникам, у нас протяженность автозимников составляет порядка 11 200 километров. Из них это порядка 3700 километров это заказчиком выступает Управление автомобильных дорог Республики Саха-Якутия, и более 7000 километров это обслуживает у нас казенное предприятие «Дороги Арктики», которое было создано в 2014 году, которое на сегодня обслуживает в основном большинство автозимников по северным и арктическим районам. Что касается сроков закрытия, да, с 31 марта мы начинаем поэтапное снижение грузоподъемности по автозимникам, по ледовым переправам. И хочу сказать, что 15 апреля мы полностью закрываем ледовые переправы на территории Республики Саха-Якутия. И 20-25 апреля мы закрываем по северным и арктическим районам. А когда закроются переправы через реку Лена? По реке Лена у нас на сегодня имеется 3 ледовые переправы. Это основная переправа Якутск-Нижний Бестях. Заказчиком является ФКУ Пурдор-Вилюй. И на сегодня хочу сказать, что до 30 тонн у нас начинается снижение грузоподъемности. До 30 тонн у нас планируется 3 апреля текущего года и до 20 тонн 10 апреля. И 15 апреля, я как говорил, уже мы закрываем эту ледовую переправу. По направлению Хатасы-Павловск у нас с 31 марта до 30 тонн, 7 апреля у нас будет до 20 тонн, и 15 апреля мы закрываем также ледовую переправу по направлению Хатасы-Павловск. И третье направление это у нас Кангаласы-Сотинцы, где у нас тоже 31 до 30 тонн, 20 тонн до 7 апреля и 15 также закрываем ледовую переправу. По ледовым переправам по автодороге Вилюй, федерального значения через реку Вилюй, хочу сказать то же самое, что 15 апреля, начиная с 3 апреля у нас также поэтапное снижение, и 15 будем закрывать ледовые переправы. Но хочу еще добавить, что у нас есть автозимник федерального значения, да, это Тасюрях-Верхнемарково, где у нас также с 1 апреля будет закрыт этот автозимник, это в сторону Иркутской области. И также хочу отметить, что по ледовым переправам могут быть сроки закрытия и снижения грузоподъемности могут быть скорректированы. На сегодня у нас даже на улице дождь идет, вчера в Сунтарском районе дождь шел, да, плюсовые температуры, поэтому в зависимости от погодных условий могут быть скорректированы даты закрытия и снижения грузоподъемности. Да, я хотела спросить, а каковы прогнозы погоды? Прогноз погоды на сегодня у нас на месяц
Плюсовые вот в эти дни, но в середине вот апреля у нас будут минусовые до минус 20, до 15-20 градусов будет все равно. То есть еще похолодает, Да, да? похолодает в середине апреля. Весенние ветра сильно заметают автозимники. Какие меры принимаются в такие периоды, чтобы транспорт и грузы не застревали? По автомобильным дорогам, у нас есть вопросы по автомобильным дорогам регионального значения, да, наверное, в телеграм-каналах, да, по WhatsApp сейчас идет информация по закрытию, и также на официальных сайтах управления автомобильных дорог, КП «Дороги Арктики» у нас идет информация, что закрыты зимники по Сангарам, Белькачи, вот Булун, да, вот Индигир, вот эти направления, которые у нас как раз есть, те участки, где продувает ветер, как раз у нас были сильные ветра, и вот как раз те участки, где замело, у нас работают подрядные организации на сегодня в круглосуточном режиме, мы это контролируем, заказчики в лице вот управления автомобильных дорог, а также КП «Дороги Арктики» устраняют все вот эти препятствия, и на сегодняшний день все автозимники открыты. Сангар буквально сегодня будет открыто для движения всех автотранспортных средств. А есть ли необходимость увеличить пункты обогрева? Да, у нас на сегодня по пунктам обогрева имеются 3 пункта обогрева. Это по автодороге Анабар, автодороге Джиген и по автодороге Арктика, где у нас установлены пункты обогрева. В этом году мы планируем дополнительно еще установить 5 пунктов обогрева. Это по автодороге Арктика и по автодороге Яна. Как раз по итогам отчета правительства население ставило эти вопросы, не только население, но и перевозчики, которые на сегодня занимаются перевозкой топливно-энергетических ресурсов, вот, ставят вопросы как раз установки пунктов обогрева между населенными пунктами, чтобы в случае поломок, в случае экстренных случаев можно будет остановиться и там зайти обогреться. А как обеспечивается безопасность ледовых переправ? Ну, по безопасности движения на ледовых переправах хочу обратиться к населению, да, гражданам, также перевозчикам, соблюдать правила дорожного движения и также правила безопасности на ледовых переправах, не соблюдать скоростной режим, не менее 20-25 км в час необходимо ездить по ледовым переправам, и также соблюдать дистанцию между транспортными средствами, это не менее 50-70 сантиметров, вы должны соблюдать скоростной режим. И также хочу отметить, что по грузоподъемности, да, вот по мере снижения грузоподъемности у нас сейчас возят 40-тонниками, большими, да, грузовыми транспортными средствами, тяжеловесными. Это 60-80 тонн. Прошу тоже соблюдать по грузоподъемности и также вот скоростной режим по ледовым переправам. А будет ли выполнен план по перевозке грузов в этом году? В этом году мы сейчас выполняем, как я уже отметил, на 82% вышли, и сейчас у нас создан оперативный штаб, это Государственный комитет по обеспечению жизнедеятельности населения, Министерство транспорта и дорожного хозяйства, КУП ЖКХ, Министерство ЖКХ. Вот мы в еженедельном режиме работаем сейчас по завозу грузов, и в этом году мы выполним план по завозу грузов. Именно топливно-энергетических ресурсов и для жизнеобеспечивающих груза для населения. А какова ситуация по сравнению с прошлыми годами? В прошлом году был план ниже у нас, да, и в этом году, в прошлом году был 80% завоза. В этом году у нас план выше, чем прошлый год, поэтому я думаю, что мы выполняем планы выше прошлогодних планов. А в целом, как оцениваете нынешний зимний сезон?
Ну, зимний сезон у нас, как вы знаете, в этом году очень много снега выпало. Я хочу сказать, что по северным и арктическим районам, благодаря КП «Дороги Арктики», да, вот наше предприятие, которое создано вот с 2014 года, они справляются с этой задачей. Мы в этом году, не в этом году, с начала создания этого предприятия закупили на сегодняшний день более 300 единиц техники для организации и содержания вот автозимников. Это на сегодня мы создали 10 дорожных пунктов на территории северных арктических районов. Это на обслуживание более 7 тысяч километров автозимников. И на сегодня вот с этим снегом у нас на сегодня по надлежащем состоянии автозимники они содержат. А по обеспечению транспортными средствами улучшилась ли ситуация? Да, улучшилось. Сейчас вот даже на отчетах правительства республики население очень довольно работой казенного предприятия «Дороги Арктики», где непосредственно они не только обслуживают региональные автозимники, да, они сейчас обслуживают автозимники муниципального значения. Например, это Среднеколымск-Березовка. В этом году мы будем принимать в региональную собственность этот участок автомобильной дороги, этот автозимник. И также у нас в плане принятия автозимника Алекминск-Кемпендай. Это выход с Алекминского района на автомобильной дороге Вилюй. И этим мы решаем как раз завоз угля в Алекминский район и также выход населения и также завоз грузов со стороны автодороги Вилюй в Алекминский район. А можете рассказать, как обстоят дела с топливом? С топливом, ну, по топливно-энергетическим ресурсам, как я уже отметил, у нас мы по плану все завозим. Сейчас буквально на прошлой неделе был на автодороге Яна, по автозимнику проехали. Сейчас все наши перевозчики работают в штатном режиме, и завоз грузов идет в плановом режиме. Анатолий Константинович, спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.